Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой вердикт вынес суд за убийство 2 человек с целью скрыть кражу их машины. Груняхин Сергей Александрович признать виновным в совершении преступлений. Руководителей высокогорских коммунальных сетей задержали по подозрению в получении взятки. ЗИ на конце 766. Сколько взяли и за что? А также хроника дорожных происшествий. Бампер поставили на место, потому что это все вот туда вот так. Это и не только в ближайшие 10 минут. Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили приговор Сергею Груняхину и Вячеславу Кекселю. Следствие доказало, что в апреле 2016 года 2 брата захотели угнать автомобиль у пожилой пары, у которой в тот момент жили. И пока один угонял машину, второй в это время жестоко расправлялся с пенсионерами. Что послужило причиной убийства и какой приговор суд вынес обвиняемым, расскажет Ленар Гинатуллин. Можете сказать? В коридоре перед судебным заседанием один из обвиняемых отказывается общаться с журналистами. На оглашение приговора он взял сумку с вещами. До этого был под домашним арестом и готовился отправиться в места лишения свободы. Вячеслава Кекселя и его брата Сергея Груняхина обвиняют по статьям убийства 2 и более лиц и кража. Это громкое дело рассматривают уже более 2 лет. Замок сорвали, зашли домой, они там лежат 2 человека, братишка и жена его, уже мертвые. Брат погибшего одним из первых оказался на месте преступления. В апреле 2016-го в селе Новые Чути Бавлинского района Груняхин и Кексель временно жили у пожилой семейной пары. В какой-то момент Груняхин решил угнать хозяйский Рено и договорился об этом со своим братом. Удары как мы наносили? Сверху вниз, сверху вниз. Как доказало следствие, 17 апреля, изрядно выпив, Сергей Груняхин набросился на спящих супругов с топором. Мужчину 6 раз ударил по голове, шее и груди, а женщину 16 раз топором по телу и 6 раз ножом в грудь. Супруги скончались на месте. После расправы он взял с собой документы и ключи от автомобиля и вышел на улицу, где его ждал Вячеслав Кексель. Сев в машину, братья уехали в Башкортостан. Там они продали автомобиль своему знакомому за 235 тысяч рублей, а деньги поделили пополам. Сторона обвинения просила назначенного Груняхину по совокупности преступления наказания в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кекселю назначено наказание просили 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сергей Груняхин вину признал, и приговор его ни капли не смутил. Груняхин Сергей Александрович признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на 20 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Груняхин, понятен приговор? Как точно? А вот Вячеслав Кексель утверждал, не знал, что его брат так жестоко расправился с пожилой парой. Следствию рассказал, что у него даже не возникло никаких подозрений. Он стоял, ждал брата возле дома и никаких криков не слышал. Поэтому суд решил не лишать его свободы и приговорил за кражу автомобиля к 2,5 годам условного лишения свободы. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Увидели нарушения, составили акты, но 70 тысяч рублей будто лишили проверяющих зрения и памяти, а документы исчезли сами собой. Управляющий высокогорских коммунальных сетей и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки. По данным следователей, выявив незаконную врезку в водопровод и насчитав за пользование ресурсами больше 230 тысяч рублей, они предложили решить вопрос дешевле, но незаконно. Салават Мухаммадуллин продолжит. ЗИ на конце 766. Оперативники сверяют меченые купюры. 70 тысяч рублей в качестве взятки получил заместитель управляющего высокогорских коммунальных сетей 51-летний Илгиз Саддинов. По версии следствия, у одного из жителей поселка Озерное в ходе проверки было обнаружено незаконное подключение к водопроводу. За это ему надо было заплатить в общей сложности 234 тысячи рублей. Но должностное лицо нашло другой выход за меньшие деньги и с другим получателем. Мужчина же о поступившем ему предложении сообщил в Управление экономической безопасности. И все, что было дальше, происходило под контролем оперативников. Руководитель одного из акционерных обществ, находясь в салоне автомашины, получил от гражданина 70 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам данного общества с целью уничтожения акта об обнаружении несанкционированного подключения и использования системы водоснабжения. Часть денег, 60 тысяч рублей, он на следующий день передал управляющему высокогорских коммунальных сетей 39-летнему Руслану Алиеву. Его тоже задержали. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статьям получения взятки и посредничества. Причастность к совершению они признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Алиева избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. А следовательно, в отношении Садеева подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей – лишение свободы на срок до 7 лет. Салават Мухаммадуллин, Ленар Геннатуллин. Вызов 112. На пересечении улиц Дементьева и Ижевская столкнулись «Шевроле Авео» и «Фольксваген Поло». Водитель последний притормозил, чтобы пропустить поток машин с главной дороги, после чего почувствовал удар сзади. Как объяснил свою версию предполагаемый виновник происшествия, узнал Рамиль Шайдуллин. Бампер поставили на место, потому что это все вот туда вот так вот вывели, соединители, все уже внутри. Это последствия столкновения с «Шевроле Авео». Ее водитель ехал за «Фольксвагеном». При подъезде к главной дороге немецкая иномарка стала притормаживать. Спустя секунду произошел удар. На развороте здесь пропускал автобус, почувствовал удар сзади. Вернулся в машину, все. А вы не резко остановились или как? То есть вы плавание, когда на какой-то скорости? Ну, конечно. Тут же главная дорога. Я обязан пропустить. Чтобы пропустить. Ну и почувствовал удар сзади. О том, что на этом участке дороги надо пропускать транспорт, имеющий приоритет, молодой человек за рулем «Шевроле» знал. Говорит, сработал человеческий фактор. Да не реакции не сработали. Тормоза отказали, ничего. Нет. Просто вы так не хотели, да? Признаете свою вину, да? Да. В аварии никто не пострадал. Автомобили, хоть и получили серьезные повреждения, могли ехать своим ходом. В итоге оба водителя отправились в центр оформления ДТП, не дожидаясь автоинспекторов. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Nissan Тиида и Лада 12-й модели столкнулись ночью на улице Кулгали. По предварительной версии, оба автомобиля ехали параллельно. Nissan слева, Лада справа. На одном из перекрестков водитель Лады стал разворачиваться, после чего и произошло столкновение. Почему никто из участников происшествия не признает свою вину, расскажет Алия Хайрудинова. После столкновения обе машины разбросало по разным сторонам дороги, что спровоцировало трудности для проезжающих там автомобилистов. О том, как произошла авария, участники ДТП не спорили. Пререкания возникли при определении виновника происшествия. Водитель Ниссана утверждал, что он ехал прямо, пока путь ему не перегородил отечественный автомобиль. Ехал по правой полосе, начал перестраиваться по левой, потому что здесь машины медленно ехали, по-видимому, или начали перестраиваться направо. Перестроился налево, ехал, и с правой полосы парнишка начал разворачиваться. Разворачиваться на этом перекрестке запрещено, а выполнять подобные маневры из крайнего правого ряда считается грубым нарушением правил движения на любом перекрестке. Впрочем, второй участник столкновения не спешил считать себя виновным. У него страховки нет, Он говорит, ты виноват, несоблюдение скорости. Я говорю, ты смеешься, что ли? Я только что повернул сюда, как мог я разогнаться? Я говорю, я ехал по левой полосе, обходил, грубо говоря, вас, потому что вы здесь притормаживали. А скорее всего, притормаживали из-за него, потому что он хотел развернуться в крайне право. Оба автомобилиста остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД для выяснения всех обстоятельств и определения виновника происшествия. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня на улице Батурина автобус 89-го маршрута столкнулся с кроссовером Mitsubishi. Причем оба участника аварии не признавали вину. Автоледи, управлявшая японской иномаркой, считала, что водитель общественного транспорта не соблюдал дистанцию. А он, в свою очередь, парировал тем, что девушка его подрезала. Подробнее расскажет Айгуль Батрудинова. Перестроилась на этот ряд, пропускала пешеходов, и меня въехал автобус. Автоледи рассказывает, что ехала по Батурина в сторону Ленинской дамбы, включила левый поворотник и начала сворачивать на второстепенную дорогу, но остановилась, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент почувствовала сильный удар сзади. Ее автомобиль протаранил автобус. Водитель общественного транспорта совершенно по-другому смотрел на произошедшее. Она подрезала это, сразу поворачивала. А она, получается, по крайнему правому уже ехала, говорит, или нет? Нет, на втором полосе. И прямо перед вами, получается, нашел. В результате столкновения в общественном транспорте никто не пострадал. Водитель автобуса считает, что это произошло благодаря его действиям. У меня народ был, я не тормозил. Нельзя. В степени виновности каждого участника разберутся автоинспекторы. Помочь в этом должен и видеорегистратор, установленный в салоне автобуса. Айгуль Батрудинова, Ленар Геннатуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.